3:30 тысяч. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вам представить автора учебников комиков для начальных классов, автора электронной формы учебника комиков для начальных классов, кандидата педагогических наук, методиста лаборатории развития этнокультурного образования Эльвиру Ивановну Полякову. Ну и сам представлюсь. Евгений Викторович Поляков, методист лаборатории развития этнокультурного образования. И на сегодняшнем вебинаре мы с вами поговорим об особенностях работы с электронными формами учебников комиков 1-4 класс. Ну, несколько слов скажет сам автор, разработчик. Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития образования разработал электронные учебники по коми-языку. Электронная форма учебников – это результат труда авторов, в первую очередь, программистов, звукорежиссеров, звукооператоров. И следует сначала сказать, кто был разработчиками, программистами. Это сотрудники Института развития образования Геннадий Ергешевич Нишанбаев и Дронов Александр Михайлович. Вот эти двое вложили, конечно, очень большой труд, да, в издание электронных учебников. Кроме этого, с целью выявления эффективности электронных учебников для всех классов были апробированы в 3 школах Республики Коми. Тоже хотелось бы сказать об учителях-апробаторах. Это Королева Вера Михайловна, учительница Подъельской школы Карткировского района. Далее Туисова Вера Васильевна, учительница Кожмудорской школы Усть-Дымского района, и Кондачкова Ольга Витальевна, учительница Большелукской школы Карткировского района. Все педагоги, которые апробировали, отметили повышение мотивации и интереса к работе с учебным предметом коми-язык при использовании электронных учебников. Они же высказали некоторые замечания, о них мы скажем, особенно при разработке картинного словаря. Картинный словарь должен эти картинки повторяться при раскрытии лексического значения слов, что мы и сделали при доработке. Так, далее при разработке аудиотекстов нам помогли также студенты Сыктывкарского педколледжа. Это Макарова Виктория, Мишарина Аксинья и Попова Лидия. Вот эти девочки, студентки педколледжа, помогли. Будущие учителя начальных классов. Они очень хорошо читали тексты для только 1 и 2 класс, да? 1 и 2 класс. Да, 1 и 2 класс. В 3-м, 4-м тексты читает автор. И, конечно, нам хочется высказать большое спасибо. Мы благодарны за серьезную работу и учителям-апробаторам, и также студентам. Мы очень благодарны. Все электронные учебники соответствуют требованиям госстандарта. В содержательном плане они повторяют печатный учебник. Эти печатные учебники, к сожалению, пока еще не напечатаны. Сейчас вот мы ждем, вот должны напечатать. Но вот я бы хотела показать учебники для 3-го класса. Вот примерно так они выглядят. Как выглядят остальные учебники, Евгений Викторович покажет. Все учебники в 2 частях, то есть получается 8 учебников. То есть в содержательном плане электронные учебники точно такие же, как и печатные. То есть те же самые темы, разделы, иллюстрации, задания, упражнения. Однако к электронному учебнику нами были разработаны дополнительные дидактические материалы.
Какие именно? Во-первых, в конце каждого раздела нами в электронных учебниках были предложены тесты. Ну, все учителя знают, что тесты – это самые эффективные формы проверки знаний, умений, навыков учащихся. Контрольно-измерительные материалы. Да, Очень контрольно-измерительные материалы. И с помощью этих текстов очень хорошо проверить изучение, как дети усвоили тот или иной раздел. Самое ценное то, что после выполнения тестовых заданий дети сразу получают результат. То есть правильно ли выполнили все задания или допущены ошибки. Если допущены ошибки, нужно будет еще раз выполнить задание и так далее. Как работает тест, тесты тоже мы покажем. Да, Евгений Викторович, покажете? Да, Эльвира Ивановна. Ну и следующее дополнение – это картинный словарь. Серпасакылкут. Картинный словарь – это фотографии, приложения к неизвестным для детей, то есть к словам, которые детям неизвестны, незнакомы, словам. Слова в картинном словаре написаны на двух языках – на коми и тут же перевод на русский язык. Картинка и, значит, слова на двух языках. Далее нужно сказать, что каждому приложению есть соответствующие условные знаки. И вот те слова, которые не знакомы, они выделены синим цветом. То есть дети нажимают на то или иное слово, и появляется картинка и перевод. Таким образом, с помощью картинного словаря будет раскрыто лексическое значение около 400 коми-слов. Так, ну и я уже говорила о том, что учителя нам порекомендовали, предложили, что если слово встречается в учебнике несколько раз, то каждый раз нужно дать толкование, потому что дети могли забыть, допустим, да, это слово встречалось где-то в сентябре, в октябре, а к концу года снова это же слово встречается, поэтому мы повторяем несколько раз. Ну и следующее дополнение: в электронном учебнике имеются аудиотексты. Там условный знак тоже мы покажем. Для чего это нужно? Во-первых, в печатных электронных учебниках тексты сокращены. Мы не можем, допустим, полностью текст взять и напечатать, они большие. Мы же отрывок берем. А детям интересно, наверное, будет послушать целиком, да? Вот. Поскольку все тексты, художественные тексты, имею в виду, интересные, дети должны в полном объеме послушать. Ну и дети могут таким образом прослушать рассказы, стихотворения, сказки и так далее. И очень важно, после того, как дети послушали тот или иной текст, организовать какую-то работу. Какую работу? Ну, я думаю, что учитель продумает вопросы, какие на понимание идеи художественного произведения, на раскрытие темы. Если нет заголовка, озаглавить, объяснение значения слов, может быть, пересказ, ну и так далее. Возможно, какие-то творческие работы. Все это можно, конечно же, учителю продумать. Кроме этого, к учебнику Анбур еще есть один условный знак, называется тексты для слушания или прослушивания, да? Для слушания. Нет, для чтения, ошиблась. Для чтения, совершенно верно. Условный знак мы тоже увидим там в стопках книг. Вот. И нажимая на этот условный знак, дети, открывается текст. Тексты самые разные для первоклассников. Это тексты, как правило, для читающих детей. Они связаны с изучаемой темой, с изучаемой буквой. Ну и опять-таки один ученик, допустим, читает этот текст, читающий, остальные слушают, и тут можно тоже организовать большую работу. Можно даже, допустим, это стихотворение или пословицу или поговорку выучить наизусть. Для разучивания наизусть могут быть предложены. Ну и теперь, наверное, саму техническую работу нам покажет Евгений Викторович. Давайте. Да. Покажите, пожалуйста, как работать с этим электронным учебником. Перейдем от теории к практике и посмотрим, как вообще
для начала, как работает, как загрузить автономную версию электронной формы учебника. Мгм. Да, ну вот это наиболее часто задаваемый вопрос. Как скачать автономную версию электронной формы учебника? Поясню, что такое автономная версия учебника. Электронный учебник, он работает в режиме онлайн, то есть через интернет, и может работать автономно, без интернета, в режиме офлайн версии. Так вот, Чем они отличаются, да, чем наверное? они отличаются? Они, в принципе, ничем не отличаются. Это то же самое на самом деле. Онлайн и офлайн они повторяют. Но преимущество в том, что офлайн учебник будет работать без интернета, что очень важно в условиях сельских школ. Значит, что нужно сделать, чтобы закачать автономную версию электронной формы учебника? Прежде всего, в поисковике нужно набрать ссылку, перейти на английскую раскладку, на латинскую раскладку и набрать docs.cariro.ru. Запишите, пожалуйста, этот доменный адрес. Да, чтобы запомнили, да? Да, сейчас попробуем ввести в режиме онлайн этот адрес. Так. Docs. Так, docs. Точка. cariro.ru. И вот высветилась электронные версии учебников. Так вот, чтобы скачать автономную версию учебников, вам нужно Вот они посмотреть появились. в самом низу есть информация. Вот обратите внимание, форма обратной связи. Здесь вы можете оставить свои комментарии о том, что хотели бы улучшить в электронной форме учебника. Инструкция к электронной форме учебников, то есть какие есть опции этих электронных форм учебников, как пользоваться электронной формой учебника. И обратите внимание, вкладка «Автономная версия электронной формы учебника». Нажимаем на нее. И вот, здесь вы видите 1-4 класс. Все это находится в архиве. И дальше нажимаете «Скачать», и он будет скачиваться. И потом уже вы можете это все использовать непосредственно, работать с электронной формой учебника. Значит, запомните, да, docs.cariro.ru. Да, ну, сейчас мы скачивать не будем, потому что это займет достаточное время. Да, Сколько и примерно? посмотрим, ну, где-то Если минута, учебник где-то минута, потому что достаточно это объемный материал. Ну, давайте посмотрим, как выглядит эти электронные формы учебника. Как вы видите, здесь представлена вся линейка учебников. Анбур 1 класс, Комик-ив 2 класс, Комик-ив 3 класс, Комик-ив 4 класс. Оформление однотипное. Однотипное, да, как вы видите, однотипное оформление с оригинальными печатными учебниками. Вы видите, что Цвета представлены в двух частях. Первый юкон и кюкон. Значит, давайте посмотрим структуру этого учебника. Для начала откроем ее. Ну, откроем Анбур. Да? Анбур, да? Мгм. Да, Анбур, азбуку. Вот обратите внимание, с левой стороны есть такая вкладка, да, значит плюс, минус. Что это такое? Это масштабирование. То есть этот значок позволяет увеличить масштабность. Вот обратите внимание, да?
Вот. Расширение. Как увеличивает масштаб, да, делает его больше. Мгм. Вот. Ну, минус это, соответственно, уменьшает, да. Вот. Так, следующий момент. Стрелочка вперед, вот, и стрелочка назад. Значит, что такое вперед? Вот, предположим, условное обозначение, да? Мы хотим не возвращаться к оглавлению, а пролистать вперед. Нажимаем на стрелочку и переходим на следующую страницу. Да. Даже не страницу, а раздел, да, получается, переход на раздел. То есть Да, и это, тему всё да, обозначили. да, переход на следующую тему. То есть это позволяет, это в определенной степени удобство навигации, передвижения, да, по электронному форму учебника. Да, ну если вы хотите перейти к оглавлению, нажимаете на кнопочку, и вот перейдем на центральное оглавление. Вот сейчас паспорт покажешь. Да, ну сначала посмотрим условные обозначения, да, от Мгм. Passis. Вот то, что сказала Эльвира Ивановна про значок картины словарь Серпаса Кывкут. Да, обратите внимание, как он выглядит, да. Слово на Синим синим цветом подчеркнуто слово. Да, и то, что Эльвира Ивановна сказала, Дополнительный текст. значок, да, дополнительные тексты, но уточним, что они есть только в Анбуре, да? Только в Анбуре. Только в Да. Анбуре. В других учебниках нету этих текстов. Да. Мгм. Значит, ну, давайте Звучание посмотрим вообще, как, где эти значки есть, да, как они работают. Так, Перелистать можно. ну, в режиме онлайн посмотрим этот учебник. Так, следующую тему посмотрим. Да, вот обратите внимание на значок. Сейчас я увеличу, и вы увидите. Значок. Это Это слушай. значок. Послушай. Нажмите на эту кнопочку. Геннадий Юшков, школа. Отимат борща, посния суна. Первое штава школа амунам. Арташны, гижны, вела ламбура. Мияны шуда, кот талон щурас. И вот, Этот текст дети видят, я дополняю, да? Видите, этот текст. да. Один да. читает, а второй видит. Поэтому дети могут в это же время параллельно следить, да? Да. Вот, прочитать. То есть незнакомые слова, так дети быстрее учатся читать. Да. Текст прекрасно Лида прочитала. читала. Лида Макарова. Лида. Да, хорошо. С первым значком мы разобрались. Сейчас найдем. Вот, опять же, Опять. еще один значок. Снова читаем, как иначе. Да, в первом классе достаточно много аудиотекстов. Мгм. Вот, что первый класс, период Ну, то обучения есть грамоте. на страницах есть тексты для нечитающих, то есть для читающих. Вот этот текст для читающих, букварный период. И поэтому дети могут остальные послушать. Да, вот обратите внимание. Кача. Кача, да, это слово Выделено. выделено. Мгм. Ну, вот. И ребенок может нажать, кликнуть, Обратите внимание, вот приближает, да, Евгений Викторович, и цвет меняется. и цвет меняется на красный. На красный. Да, Нажимаем. нажимаем и видим сороку, Мгм. кача. Вот. Там слова на двух языках, да? Да. Кача. Кача, сорока Сорока. на двух языках, на русском и на коме. Мгм. Так, хорошо. И еще раз подчеркну то, что говорила Эльвира Ивановна, очень многие слова, они повторяются в учебнике. Вот и вы мне очень нравится. Послушаем, может быть, как они все читают. Давайте послушаем, да. Зоя Шиликова, Аканлы Щеланков. Маша Аслас Кагалы, В. Предыдущий послушаем. В. Потандорса Щеланков. Почемене віджли влис, потандорин щивли влис. Ев,
Кыч пулайкан джурк да джурк, ичет пей ужнин уж. Ав, 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 ав. Очень хорошо прочитала Анисия, уже как песню, да? Потому что ребенок так не может прочитать, это уже артистичное чтение студентки. Молодец. Так, сейчас мы найдем значок «Дополнительное чтение». Вот. Обратите внимание, да? Значок. Где тема? Да, где тема. Стопка книг. Нажимаем и При изучении это буквы Аконь, и вот текст про куклу. Да. Аконь. Ну-ка задание какое? Увеличь, пожалуйста. Нельзя увеличить? Мгм. Выдевищца, вищта кыджи, Анна Ворса. Анна Ворса Аконин. Даже задание есть. Само задание прочитай и расскажи, как Аня играет в куклу, да? Так что вот кто-то будет читать, это может быть самостоятельное чтение дома, пожалуйста, ребенок прочитает, а учитель уже на уроке спросит, кто прочитал рассказ про куклу Аконь, да? Кто перескажет и так далее. Тут самые разные формы. То есть это дополнительный текст. Этого текста нет в самом учебнике. Да. Ну, еще хотелось бы рассказать об одной опции, которая есть в электронной форме учебника. Закладка, да? Это закладка. Мгм. Вообще, что такое закладки? Для чего они нужны? Да? Чтобы ученик мог вернуться обратно к какому-то заданию, да, которое он не смог сделать. Вот это позволяет делать закладка. Или при повторении буквы, при повторении какого-то упражнения. То есть часто же мы на уроке возвращаемся, да? Да. Вот, например, быть мотле, аслас, чужен, щиктес, дона дамуса. Вот Пословица. эту пословицу первоклассник решил добавить в закладку. Что нужно сделать? Обратите внимание, да? Сбоку. Сбоку флажок. Третий сверху флажок. Нажимаешь. Запишут условный знак. Закладка это флажок. Можете Да. записать. Да. И ребенок запишет Начало хотя бы этого текста. да, Быт, быт, мортлы, мортлы, аслас. аслас. Хотя бы 2-3 слова. Начало. Аслас. Да. Вот эти 3 слова. Записал. Окей. Сохраняем. Так. Вот, предположим, Мы изучаем уже мы изучаем другую тему. уже другую тему, Мгм. да? Да. Вот. Кыв да слог. И первоклассник решил вернуться. Вернуться. Он Вернуться забыл к этой закладке. пословицу. Забыл Учитель эту спрашивает, пословицу да? и решил повторить, да, эту пословицу. Значит, обратите внимание, 4-й значок сверху показать заметку. Нажимаем Там какой и видите значок? вот значок. Мгм. 3 черточки. 3 черточки. 3 это, черточки. Это посмотреть заметку, посмотреть То закладку. есть запишут условные Вот. знаки. Мгм. И обратите внимание, вот наша пословица. Быт мортле аслас. Начало пословицы. Кликаем, нажимаем. Сверху. Мгм. И мы вот Вот вернулись к вернулись этой, к той к этой странице. странице. Да, Той странице, где этот текст, да? да, совершенно верно. Совершенно верно. Значит, возврат это 3 стрелы, 3 линии. 3 линии, да. Сама закладка это флажок. Значит, показать закладку вам нужно нажать на значок 4 сверху. 3 черточки. 3 черточки. Мгм. Так, ну, давайте сейчас посмотрим, как работают тесты, да? Мгм. Вот про возвращение хотела бы сказать. Вот это очень эффективно. Допустим, ребенок во 2, 3 или в 4 классе забыл определение, да? Тоже ведь часто встречается такое, да? Совершенно Забыл верно. определение или правила. И вот учитель говорит, ну-ка давайте вспомним правила.
Ну вот, и тут мы возвращаемся к правилу, то есть может быть одновременно несколько возвратов, да? Я так Совершенно думаю. верно. Совершенно Это верно. очень Это, удобно. конечно, очень, Очень удобно. удобный, да. То есть для развития памяти, опять же. Совершенно верно. Так, чтобы перейти к другому учебнику, вот выбор учебника перейдем. Ну и давайте посмотрим тесты в 3 классе, да? Да, в 3 классе. В 3 классе. Мгм. Так, Так, при изучении темы. при изучении, Тут сейчас сёрник уже. обратите внимание, тесты находятся после окончания разделов и в самом Внизу. конце. В самом В конце. конце Называется изучения тест. Мгм. Вот. Вот тесты. Так, я хочу сказать, что в учебнике не в конце книги, а в конце изучения тем каждой, да? А в электронном учебнике отдельный раздел называется «Тесты», вот, и темы указаны Да. в скобках. Да. Мгм. Ну что ж, давайте мы посмотрим, как работают тесты, да? Мгм. Так, ну какой возьмем? Кывтыча сёрник уже. Как ты сейчас черный кузин? Словосочетание, предложение. Вот все тесты предложены. Ну, Так. попробуем Выполнить выполнить. задание. Да, представим, что мы учимся все в 3 классе. Мгм. И проверим проверим себя, да, насколько мы хорошо знаем. Так, первый тест. Кучам сёрни куже, шуще юаланан. Бырье эти вочаков. То есть выбери один. Да, дается 3 ответа, 3 варианта. Так, первый, второй и третий. Ну, Мне давайте кажется, второй. нажмем второй. Да. Мгм. Так, сейчас я Мгм. очки надену. Мгм. Мы сечем кывты час. Тоже выбираем один вариант. Только один вариант. Ну, наверное, третий, да? Ну, мы сечем кывты час. Да, Так. нет, не третий. Здесь они изменили немножечко. Так, кывты час вежертас да грамматика букчам витчам кыв. Второй. Второй вариант. Это у нас Так. не получится. Вот это Хорошо, двойка. хорошо. Обратите внимание на этот тип текстов, тип, Мгм. тип тестов. Да, они разные. Да, они разные. Здесь нужно выбрать один из вариантов. Мгм. Да? Тудма в черни кужа ясы слышь, щикасы, виштала мог чертис, орчет, черни кужа да щикасы. То есть дети должны сравнить предложение и тип предложения. И вот даны предложения. А ты над волшебной палочкой дым и нажимаем «Бырьи». Выбери, Да, нажимаем. нажмите вот на этот треугольник, да? Мгм. Так, Так, и это Юалана. Юлан. Знак вопроса. Все правильно. Так, следующий вариант. Киркай сагния баблен сулалы джуджут кыркач вылын. Выбираем. Выбираем Юартана. Так, ендушечи зельжика уджав. Выбираем. Какой же из Это этих уже вариантов? Чуксалана, да? Точно. Точно. Нажимаем Чуксалана. Чуксалана. То есть на выбор, да? Да. Четвертый тест. Мы сейчас соттана юкадьяс. Соттана, да? Главные и второстепенные члены предложения. Грамматика подув? Нет. Предмет петкадыш кывьяс? Нет. Шураса юкадьяс, кынчуму кадкывьяс, кодьяс пачкада на черный кужаса, да? На третий вариант. Нажимаем. Орчат черный кужаса, да сылы лышалыш пунктаться пасьяс. То есть здесь тоже связано со знаками. Дано предложение, и опять мы выбираем. Коды 4 баллы для скуписанса. Выбираем. Выбираем. Опять треугольник. Мгм. Коды – это у нас вопрос, да? Юаланпас. Куча мыла комикывьед. Опять выбираем. Это городанпас. Восклицательное предложение. Юз лошадесны кывьез яз да шушат яз. Ну, это уже юартана, чут, точка. То есть здесь дети сопоставляют тип предложения и знаки препинания. Следующее задание. Обратите внимание, если вдруг младший школьник подумал, что он ошибся, он может исправить этот вариант на другой вариант. Угу. Да, Обратите внимание. можно, Сразу, да. да? Мгм. Ну, вот, Нажать. Самое главное нажать. да. Нет, это единственное неправильно только, городанпас. да, единственное только в конце
когда он точно будет уверен, если он нажмет, то уже нельзя будет исправить. А здесь еще пока можно будет Да, исправить. пока выполняем. Так, ну Поэтому пока исправим. вернем, как и было. Так, Юала, ну и да, последнее. подожди, чуть. Все Все правильно. правильно, все правильно. Инда Шураса Юкадьяс. Это Шураса, да, главное чинное предложение. Опять выбираем один. Неулын сулалыс позже и пырыш позже. Правильный ответ сулалыс позже, да? Сложим. Мгм. Так, ну что ж, посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем. Дон Янушса. Вот. Набрали 0 баллов из 10. Что-то не Ошибка. сработало. Ты исправлял? Вот видишь, по ходу немножко не то. Снова придется выполнять. Ну давайте попробуем снова. По ходу, Да, может быть, да, нельзя. да. Наверное, Давайте, нельзя. давайте заново попробуем. Мгм. Учим сегодня кузя, шуша юаланан. Когда мы елочка юався. Все правильно. Видишь, мы не проверяли сейчас. Мгм. Ну и сейчас кыв ты час. Мгм. Дежуртас да грамматика букчан дичем кыв. Так. Тут мы в чернику жалыщикаса, вот красным выделим. Мгм. Что неправильно? Так. Да. Мгм. А ты надвожная палочка объем, бырье, вопросительные. Мгм. Вопрос. Так. Мгм. Юалана. Хорошо. Мгм. Ну вот видите, здесь все правильно. Вариант То есть, ответа. если правильно выполнено задание, да, Мгм. то зажигается правильный ответ и зеленым цветом. Мгм. А там, где были допущены ошибки, вы же Видите, показывали разные виды я ошибок. специально Да, все напутал, чтобы тогда показать ошибки. ошибки красным Видите, цветом. зеленым цветом Мгм. это будет правильные ответы, Мгм. а здесь сознательно, когда я совершил ошибку, Всё выделилось сразу. сразу красным цветом, да? То есть это позволяет увидеть, какие ошибки бывают. Так, хорошо. Так, а как тут будем оценивать? Учитель уже будет Тут оценивать, уже да? оценка будет, да, Оценка уже учителя. учителя. Так, Так, следующий не будем, наверное, ну, уже, да, Достаточно? мы Или уже, кругленький сейчас мы будем? специально хотели сделать ошибку в тексте, но вот и я специально ее и допустил, ну, вот, чтобы показать, да, как Мгм. работает. То есть запомните, да, зеленый это значит правильный ответ, красный это значит ученик совершил ошибку. Ну, уважаемые коллеги, на этом наш вебинар А может быть, про подходит. другие классы не будем говорить? Да, ну уже в Повторяли принципе уже. они повторяются, да, Повторяются. они повторяются Мгм. однотипные, и как уже Эльвира Ивановна сказала, везде есть значок Серпаса Кывкут, картинный словарь, тест yes, Мгм. вот, значит, везде есть значок Мгм. про Слушание, слушание, аудирование. аудирование, да. То есть, в принципе, это такие типовые условные обозначения. Мне бы еще хотелось дополнить, что вот когда тесты будете проводить, тестовые задания предлагать, вы наметьте критерии. Допустим, если все задания выполнены правильно, это понятно Это 5. 5. Если допускает одну ошибку, Или 4 две. Или или две 2. ошибки. Да. Тут уже будет зависеть от количества заданий. Если всего 3 задания, да, 3 тестовых задания, конечно, будет одна ошибка, это 4, да, а 2 ошибки уже 3 неудовлетворены, если, допустим, много заданий неправильно выполнено. Поэтому учитель как бы обязательно вместе с учащимися вы намечаете критерий оценивания. Вот Да. такое замечание. Ну, еще раз хочу повторить, да, что где вы можете скачать автономную версию электронной формы учебника Комик.ив, линейки электронной формы учебника Комик.ив, значит, пройдя по ссылке docs.carero.ru и пройдя внизу, кликнув на раздел «Автономная версия электронной формы учебника».
Ну, после этого будет скачивание файла. Мне бы хотелось сказать, чтобы эти учебники, которые разрабатываем, электронные учебники, они использовались в школах нашей республики, чтобы с большим удовольствием работали дети. Я думаю, что они вообще-то любят интернет, Да, да, и да. в любом случае, ну, учителю нужно будет, как только вы скачиваете и получите учебники, вы уже сейчас по ним, по электронным можете работать. У нас сами учебники, рукописные учебники появятся чуть попозже. Они должны вот уже сдать издательство. Да, действительно, современные дети, уже начиная с начальной школы, дружат с компьютером и смартфоном. И поэтому, безусловно, сегодня современная школа должна отвечать вызовам времени, да, и внедрять в учебный процесс такие электронные формы учебников. Ну, уважаемые коллеги, мы с Эльвирой Ивановной благодарим вас за внимание. И, пользуясь случаем, хотим вас поздравить с наступающим профессиональным праздником, Да. да, Днем Учителя. Хотим вам пожелать удачи, творческих побед, вот, и всего самого-самого наилучшего. Послушных учеников, Послушных учеников. здоровья, вот, счастья в личной жизни, чтобы все было благополучно в вашей жизни. Всего Спасибо, доброго. всего доброго.